В Ленском районе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей. Администрация района и Комитет по молодежной и семейной политике организуют различные форумы и фестивали, школы, классные часы и ярмарки. Школьники активно участвуют и как могут стараются поддержать бойцов СВО. Вместе со своими родителями и педагогами ученики 3-й городской школы каждый месяц отправляют на передовую посылки. В них письма, продукты и шерстяные вещи. Сегодня у учениц 5 класса необычный урок технологии. Он патриотической направленности. Девочки пишут письма военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Письмо герою – это адресат участнику специальной военной операции. В связи с тем, что у нас сейчас идет сложное время и специальная операция военная, поэтому детей все больше и больше привлекаем. Но пока по минимальному, чтобы они подарочки делали военным, да, письма писали, собирали посылочки для них, да. Хоть и многие из них не знают, что это такое, по крайней мере, воспитательный процесс идет именно вот через такие мелкие дела. Для каждый момент волнительный в своих письмах ученицы высказали слова поддержки тем, кто сейчас находится на передовой, защищает права и свободу людей. Школьницы адресовали им простые и очень теплые искренние слова, которые именно сейчас воинам так необходимы, и пожелания скорейшего возвращения на малую родину. Я написала о том, что, чтобы он вернулся домой, чтобы был живым, здоровым, чтобы его встретили по-теплому. Мне кажется, им будет очень приятно, потому что в такой обстановке некомфортно, мне кажется, жить. А тут дети написали для них письма. Я бы была очень рада. Я чувствую тепло, я чувствую в себе гордость, потому что я пишу от чистого сердца, мне приятно это делать. Письма, написанные ребятами, станут для участников СВО доброй весточкой. Часто на них ученикам приходят от бойцов ответы. Все написанные письма передаются волонтерам движения «Ленский покров». Оттуда с посылками уже на передовую. Мы собираем воск, парафин, теплые вещи, продукты питания. Пишем постоянно письма солдатам, делаем им открытки, читаем стихи. Даже имеем обратную связь от наших бойцов с СВО, что стихи затронуты до глубины души их, и что они с этими стихами идут в бой. Учитель технологий Владлена Инешина шьет для наших бойцов шевроны. Это задумка директора школы. Дизайн был разработан уже совместно. У нас есть вышивальная машинка, и периодически поступают заказы делать шевроны для солдат. Надпись «Ленск с вами». Учащиеся 6 класса, родители и педагог собирают очередную посылку для бойцов с продуктами длительного срока хранения, медикаментами, сладостями, средствами личной гигиены, теплым бельем и вязаными носками. В прошлом году я взяла 5 класс, и мы с ребятами на осенних каникулах, это было их предложение, мы решили собрать к Новому году посылку на СВО. У нас получилась не одна посылка. Они с удовольствием собирали, сами складывали, сами там все распределяли, куда медикаменты, куда продукты. В этом году они прямо этого ждали. Они говорят: Алексеевна, когда будем собирать? Ученики уже точно знают, что можно положить в посылку. Каждый приносит продукты, которые считает более полезными. Я принес большую коробку гематогена. В нем есть много витаминов, которые помогут нашим солдатам. И теплые носки. Те люди, которые находятся на СВО, чтобы они защищали наше детство, чтобы мы спокойно, мирно спали и всегда было светлое небо над головой. Также педагоги 3-й школы инициировали акцию «Корзина для своих». Она установлена во всех аптеках города. Очень быстро пополняется. В зону проведения специальной военной операции было отправлено и более 100 штук. Помимо этого, коллектив школы вяжет для бойцов носки и варежки. А в 1-й школе ученики и педагоги продолжают плести сети. Более 200 штук было отправлено в зону проведения специальной военной операции. А на днях в учебном заведении прошла благотворительная ярмарка для своих. Она стала уже доброй традицией. Атмосфера в школе в этот день была по-настоящему праздничной и пропитанной духом единства и патриотизма. Каждый понимал, что его вклад, пусть и небольшой, станет важной частичкой общей поддержки для наших героев. Выручаем средства на этой ярмарке для того, чтобы сделать подарки нашим землякам, которые сейчас находятся на передовой. Ярмарочные столы были заполнены пирожками, пирогами, домашней выпечкой, хворостом, ватрушками, блинами с разнообразными начинками, соленьями, вареньем. Также были представлены вязаные изделия и новогодние игрушки. Мы посмотрели некоторые столы, там всякая выпечка, подарки на Новый год уже
есть такие вязаные елочки. Я купила пряники для мамы. Хочу подарить ей. Многие из ребят надели яркие костюмы, и соответствующая музыка сделали мероприятие веселым и запоминающимся. Дети не только торговали, но и активно зазывали покупателей, расхваливая свой товар. Я участвую как продавец, и я еще и зазывала. Я должен зазывать людей, чтобы... я должен быть посредником, который передает деньги на поддержку СВО. Идея проведения ярмарки принадлежит педагогам школы. Ее поддержали ребята и родители, которые испекли для продажи разнообразные вкусности. Вчера готовились к ярмарке, стряпали сами с родителями, тут блины. Большую часть уже продали всего, но тут есть хлеб, который также сами готовили. Всякие рогалики, хот-доги, блинчики, банки. Гости с удовольствием приобретали недорогую и качественную продукцию. Средства, вырученные от продажи продукции, будут переданы на нужды бойцов СВО. Я считаю, что такие мероприятия необходимы, чтобы поддержать наших бойцов на СВО, чтобы дать им помощь из тыла, потому что им нужна наша помощь. Такие патриотические акции оставляют след в сердцах каждого участника. Это отличный урок взаимопомощи и патриотизма. Только вместе мы можем победить. На ярмарке было выручено 200 тысяч рублей. Все они переданы волонтерам движения «Ленский покров». В Ленске впервые прошел районный патриотический форум волонтеров «Вместе к победе». Это площадка для тех, кто уже помогает участникам СВО и их семьям, или тех, кто хочет присоединиться к этому важному делу. Организатором мероприятия выступила районная администрация, Комитет по молодежной и семейной политике и волонтерское движение «Ленский покров». Цель – объединить усилия, обменяться опытом, чтобы стать сильным, сплоченным сообществом. Участниками форума стали волонтеры движения «Ленский покров». Также на патриотическое мероприятие приехали гости из Мирнинского и Алекнинского районов. Присоединились к значимому событию и ленчане, которые только планируют заниматься важным и нужным делом – поддержкой земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Одна из целей нашего форума – это привлечь новых волонтеров. Со временем кто-то выдыхается, у кого-то какие-то другие проблемы появляются, и он перестает заниматься волонтерской деятельностью. Руки нам все время нужны, потому что СВО у нас продолжается. Ребятам на фронте нужны наши изделия, поэтому всегда остро стоит вопрос о руках. Мы здесь покажем, расскажем все, что мы делаем, для того, чтобы каждый смог себе выбрать какую-то деятельность по своим способностям, по своим возможностям. В торжественном открытии приняли участие официальные лица. Со словами благодарности к волонтерам обратились заместители глав района и города. Вместе к победе. И эта фраза является настоящим призывом и девизом. Ведь в это непростое время, когда наши ребята смело и храбро сражаются с нацизмом в зоне проведения специальной военной операции, нам с вами как никогда необходимо сплотиться, необходимо объединиться и продолжать помогать нашим героям и их семьям. Сейчас наш глава Александр Вячеславович находится в командировке в зоне проведения специальной военной операции с целью доставки гуманитарного груза нашим бойцам. Давайте тоже пожелаем удачи, чтобы поездка прошла хорошо. Волонтерское движение сегодня как никогда актуально. А вы – это мощная, дружная команда единомышленников, которая способна свернуть горы, как говорится, совершить многое. И особенно это важно сейчас, в период проведения специальной военной операции, когда наши волонтеры помогают нашим бойцам и тем, кто живут на тех приграничных территориях, приблизить эту победу. Программа форума была обширной. Участники прошли практические мастер-классы по изготовлению тактических нашлемников, браслетов выживания, сухих душей, по сбору и упаковке гуманитарной помощи и плетению маскировочных сетей. Мы их плетем для бойцов, мы отправляем их на фронт, и там этими сетями они перекрывают танки и все, чтобы маскировать. Гости из Мирнинского района поделились с участниками форума деятельностью своей организации, продемонстрировали продукцию, которую изготавливают для военнослужащих. Мы плетем сети, мы заливаем свечи, спички долгого горения. У нас тепловизионные пончо, тепловизионное одеяло, пятиточечники, сбросники, аптечки. У нас очень много изделий мы изготавливаем в госпиталь. Последнее изделие – это чехол на культю, на ампутированную конечность. Теплый чехол.
Не так давно в Ленском районе состоялся 12-й православный съезд молодежи. Участие в мероприятии приняли более 100 школьников с 8 по 11 классы, а также студенты Ленского технологического техникума. В этом году съезд был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Православный съезд – очень значимое событие для молодежи, особенно в нынешнее время, говорили все почетные гости на торжественном открытии. Программа съезда была большой. Участники провели традиционные социальные акции в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, доме-интернате для престарелых и инвалидов, встретились с советом ветеранов и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также в программе были различные интеллектуальные игры на сплочение, просмотр фильмов, круглые столы и тренинги. Состоялся и интересный мастер-класс «Мир дронов». Каждый год в съезде принимают участие батюшки из других городов и регионов. В этом году Ленск посетил известный белорусский священник, миссионер, писатель, блогер, теле- и радиоведущий архимандрит Сава Мажука. Мне хотелось бы поделиться тем, что тревожит меня сейчас, и тем, что я бы хотел себе рассказать 14-летнему. Потому что какие-то вещи ты открываешь методом пробы и ошибок, и чаще всего довольно болезненных ошибок, и жалеешь о том, что тебе раньше, тогда в 14-16 лет не рассказали. И самое главное, наверное, что я бы хотел услышать и чем поделиться, это то, что нужно пройти свою жизнь путем доброты, потому что мера мудрости, как я понял в своей жизни, это мера снисходительности. Добрым человеком быть очень тяжело. Более 200 детей, участников СВО в преддверии Нового года, получат подарки от благотворителей. В Ленском районе состоялась ежегодная «Елка добра». Участие в акции приняли глава района и города, их заместители, депутаты, руководители бюджетных и государственных учреждений, предприятий и организаций. Отрадно вас ежегодно видите. Сегодня тоже, несмотря на такие сложные тяжелые морозы, да, хорошо, что мы и вы все пришли, да, подарить частичку добра ребятам, которые в этом нуждаются. Отдельно хочу вас за это поблагодарить. Многие из присутствующих сегодня в зале в «Елке добра» участвуют ежегодно. Так Жанна Беликова, сотрудник аэропорта, отметила, что проведение благотворительной акции стало доброй традицией для их предприятия. Даже нужны детям, которые верят в чудо и ждут подарков, да, но они нужны и нам, взрослым, чтобы мы стали такой маленькой частичкой. Я сегодня хотела сказать, что сегодня не здесь были ни главы поселений, ни депутаты, ни руководители предприятия. Сегодня мы все были помощниками Деда Мороза, чтобы каждый ребенок мог получить подарок, почувствовать вот эту вот сказочную частичку чуда и исполнился, чтобы его мечты. А мы такие маленькие исполнители мечт. За письмами благотворители поднимались на сцену, снимали их с елки. В каждом была написана фамилия и имя ребенка, в некоторых даже несколько. Это я первый раз у меня на такое мероприятие. И, конечно, это очень нужно. Очень нужно это нашим детям. У нас ситуация в стране, как бы, сами знаете, да, тяжелая. Но все равно Новый год никто не отменял. И, конечно, с удовольствием порадую, которые по время попали, их детишкам подарки. Для собравшихся в этот день в актовом зале администрации районное управление культуры организовало праздничную программу с участием якутского Деда Мороза и Снегурочки, а также их помощников Зайцев, которые на больших подносах выносили письма. Их было написано более 200. Несмотря на то, что не все участники акции смогли прийти на елку добра, каждый ребенок из семьи военнослужащего обязательно получит свой подарок, пообещали организаторы. Елка добра в Ленском районе проводится в 4-й раз. Она охватывает весь район. Акция наполняет праздник настоящим смыслом, помогает дарить радость и веру в чудо тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке.